Осталось бы обычные телефонные звонки или вызовы в мессенджерах, которые стали основными каналами повседневной связи с близкими, коллегами и миром. Но именно эти каналы используют финансовые мошенники, чтобы завладеть вашими деньгами. Здесь вы получите полную инструкцию о том, как не стать жертвой мошенников и вовремя определить их. Мы не советуем полностью игнорировать звонки с незнакомых телефонных номеров или в мессенджерах, но есть определенные признаки того, что вам звонят мошенники. В каких случаях не рекомендуется отвечать на телефонный звонок? Если вам позвонили с иностранного номера, если номер слишком короткий, из 3 или 4 цифр, не перезванивайте на пропущенные звонки с неизвестных номеров. Злоумышленники проверяют, используется ли номер. Проверяйте подлинность номеров организации на официальных сайтах. Финансовые схемы мошенников постоянно обновляются. С развитием интернет-технологий изменяются методы выманивания денег у граждан. Уже известны случаи, когда телефонные мошенники выдают себя за родственников, якобы попавших в беду, или представляются сотрудниками Нацбанка и коммерческих банков. Однако теперь они также ищут жертв в объявлениях по купле-продаже или оказании услуг. Представившись продавцом услуг или товаров, они требуют незамедлительно перечислить деньги на счет. Будьте бдительны, не переводите деньги незнакомцам. Согласно большинству поступающих жалоб, мошенники получают доступ к телефонам жертв, направляя им ссылки по WhatsApp. Люди, проходя по этим ссылкам, автоматически предоставляют доступ к списку своих контактов. Заполучив номера ваших близких и знакомых, злоумышленники начинают их обзванивать. Мошенники могут звонить с номеров разных операторов связи. Не отвечайте на звонки с неизвестных номеров без явной необходимости. Заносите неизвестные номера в черный список или блокируйте. Если вы много раз не берете трубку, мошенники решат, что звонить сюда не стоит. Финансовые мошенники хорошо изучили психологию людей и стараются направить собеседника к произнесению определенных слов. Не идите им на поводу, ломайте их языковой сценарий. Помните, что мошенники могут записать ваш голос, чтобы использовать в своих целях. Нельзя говорить слова «да» и «нет». Ни при каких обстоятельствах не говорите слово «подтверждаю». Не произносите слово неправильно, не оскорбляйте, даже если вы поняли, что это мошенник. Как только вы поняли, что это мошенник, незамедлительно бросайте трубку. Если вы уже ответили на звонок и поняли, что это мошенник, лучше говорите «конечно», «сомневаюсь» или что-то невнятное. Записав ваши неразборчивые фразы, мошенники не смогут использовать их в хищении денег с банковских счетов. Надеемся, что наши советы помогут вам распознать мошенников и послужат справочником по самозащите. Чтобы узнать больше, подписывайтесь на наши страницы в соцсетях и делитесь этим видео с вашими близкими.